канале Татарин за iPhone. Есть этот Татарин, зовут меня Альберт. Короче, я себе недавно купил новый компьютер iMac 21,5. Сейчас бы я хотел сделать небольшой обзор и как раз его показать вам. И привести 10 отличий, чем iMac и от простого PC отличается. Я не сторонник iMac и не сторонник PC, я просто нейтральное существо, так можно сказать. Ну давайте начнем. Начнем. Небольшой обзор такой. Вот сам есть iMac. Он, вот такой у нас получается. К нему шла беспроводная мышка, которая, связана по Wi-Fi. Клавиатура это моя собственная. То, что, как вам объяснить? Его родная клавиатура, случайно сломалась. И, это я виноват. Вот и сам моноблок. Моноблок очень, высокой производительности. Кстати, вот он, я там, в кадре. Моноблок, кстати, высокой производительностью. И системные требования у него таковы. Core i5, 2,5 ГГц. Получается, он, идет с 8 гиговой RAM. Оперативная память 8 гигов. Я еще на 2 гига увеличил ее. Вообще получается у меня 10. Что еще? Кстати, здесь еще то, что удобно, то, что проводов нет у него, только один кабель, вот он сетевой у нас получается. Один кабель всего лишь. И много места на столе не занимают, там всякие системные блоки. Что, перейдем. Получается 10 отличий iMac и от PC. Это получается 5 плюсов и 5 недостатков у iMac и PC. Первое, на Mac, например, удобно тем, что нету проводов. Получается, один всего лишь сетевой провод, это является плюсом на iMac. Второе, это получается то, что iMac, например, не надо постоянно переустанавливать Windows, то, что он не слетает. Ты просто его обновляешь через егошнюю же Apple фирму. Третье, то, что для iMac, во-первых, не нужен антивирус, так как еще нету таких очень серьезных вирусов, то что они могли бы повредить iMac. Четвертое, это получается, если у тебя дома есть iPhone, iPad, iPod, у iMac есть, служба такая, iCloud, и он сам синхронизирует эту всю запись, и все сохраняет у себя он сохраняет у себя. В случае, если у тебя, например, iPhone слетел или сломался, вся информация у тебя будет в твоем iMac. Пятое, то, что в iMac очень качественное изображение. Получается, есть сейчас Retina дисплеи, которые вообще просто супер. Это для видеомонтажа очень хорошо. Для фотографов, для видеографов, по-моему, так их называют. И очень просто четкое, просто не надо париться, менять видеокарту и все такое, А теперь назовем 5 недостатков. Первый это недостаток у нас получается то, что iMac очень дорогой, и он не по такой доступной цене его приобретаешь. Второе, то, что половина программ тебе приходится покупать с iTunes, с App Store, с App Store покупать. Третье, то, что, например, в случае, если даже элементарно у тебя CD-ROM сломается, тебе очень он дорого в обслуживании будет, заменить детали, заменить это все. И пятое, то, что я не могу просто его, максимум, то, что могу увеличить оперативную память, сейчас на новых, например, 2013 года iMac'ах, там оперативную память уже нельзя увеличить и уже нельзя модернизировать так, как тебе надо. А теперь перейдем к 5 плюсам PS, персонального компьютера. Первый плюс то, что мы можем его усовершенствовать, добавить оперативную память такую, какую тебе нужно, поставить видеокарту. И
Что еще можно? Ну, CD-ROM можешь поменять, еще один CD-ROM. Ну, просто можно сделать модернизацию. Второй плюс, то что мы можем скачивать программы бесплатно. То, что мы можем скачивать игры спокойно. То, что на него на Windows установишь, там все игры идут на Windows. А на Mac очень мало игр идет на их систему. Третье, то что PS можно собрать по своему бюджету. Например, у тебя в кармане 10 тысяч рублей, ты можешь на 10 тысяч собрать себе компьютер. И то, что, ну, общедоступный он. Четвертое, то, что персональный компьютер можно очень легко продать. И пятое, самый большой плюс, ты его можешь взять, выкинуть. Если он тебе надоест, сломался, ты не будешь жалеть деньги, ты можешь его взять и выкинуть просто в окно. А теперь мы перейдем к 5 минусам персонального компьютера. Первый минус, то, что очень много проводов. Просто вот вообще шок просто. Сколько много проводов на системном блоке, клавиатура там, монитор, колонки, просто ужас, как много проводов. Второе, он слишком громкий просто, вот реально как системный блок работает, он очень громкий, гудит просто. Это вот второй минус. Третий минус, то что если ты купишь, например, системный блок, тебе надо искать место под него, чтобы он у тебя поместился и не занимал много места. Но это все равно как бы неудобно, это я считаю как бы минусом. Четвертый минус, то что если ты купишь отдельный системный блок, тебе надо покупать монитор, мышку, клавиатуру. Вот это тоже я считаю как бы минусом. Самый главный пятый минус — это вирусы, потому что как покупаешь себе персональный компьютер, надо покупать лицензионный антивирус. Постоянно надо проверять на вирусы, постоянно надо его чистить. Вот самый главный пятый минус. Вы были на канале Татарин из iPhone. Это был небольшой обзор моего iMac 21,5 и 10 отличий от iMac и PC. Ну как 10 отличий? 5 плюсов, 5 минусов всей этой нанотехники. Я назову так вот, потому что это все равно нано, это придумано людьми. Эта техника помогает нам жить. Подписывайтесь на мой канал, пишите снизу комменты, ставьте лайки или дизлайки, это ваше дело, как вы считаете. Главное, если я вам понравился, если понравилось данное видео, подпишись на канал, я тебя прошу. Всем пока!